Сегодня проходит конференция, которая очень большое значение имеет для женщин. Почему? Впервые женские проблемы будут решаться как часть государственного развития. Раньше были национальный план развития, национальный план за права женщин. Сейчас он станет частью стратегии развития Кыргызстана. Когда мы говорим об изменении климата, на самом деле те негативные вещи, которые происходят с изменением климата, они на нас всех влияют одинаково. Поэтому конференция об равных правах между мужчинами и женщинами и о том, как мы вместе сможем адаптироваться к новым условиям жизни. А самое главное, чтобы бедность, она тоже на нас влияет одинаково. Но, к сожалению, женщина по статистике более бедная, чем мужчины. А это тоже неправильно. И вот об этом мы сегодня разговариваем, чтобы найти наиболее подходящие пути, чтобы выйти из этой затруднительной ситуации. Дорогие наши женщины, сегодня и завтра мы будем обсуждать очень важные для нас с вами вопросы. Это вопросы, как мы должны предостеречь нас и наши семьи, наших детей от катаклизмов, которые случаются. Вот мы вспомним наши землетрясения, наводнения, оползни, которые практически каждый год у нас происходят, и после которых все говорят, что женщины – это самая уязвимая группа. Women can take very important leadership, in showing how you can help to protect the environment by recycling. Для того, чтобы развитие наших сельских общин и сообществ было как можно более гармоничным и устойчивым, необходимо добиваться того, чтобы женщины более активно принимали участие в процессах принятия решений по управлению природными ресурсами. I think every single girl, whatever she decides to be doctor, engineer, miner, or whatever, should have a right to study and go to the school, and she will become excellent at it. Существует большая несправедливость. Те фермеры, у которых большие наделы земли, с ними напрямую работает Ассоциация водопользователей. Их напрямую информируют о том, когда будет поливная вода, для того, чтобы они могли приготовиться. Маленькие фермеры, у которых всего 10 соток земли, они просто не принимаются во внимание. Actually, lots of groups that are led by women, they take extra care, and somehow they seem to be more responsible, in some cases more creative, and really try to make whatever possible within their powers. Речь идет о том, чтобы уже при проектировании бюджета подумать о том, что есть мальчики и есть девочки в школах и в здравоохранении. Соответственно, им нужны разные типы услуг, даже разные врачи. Сегодня женщина должна быть очень образованная, и она, безусловно, должна быть талантливой, восприимчивой, идти на много шагов вперед, чем все остальные в обществе. Climate change is a big thing, and it can cause many issues, create many environmental pressures, which can actually lead to war. So what we can do about it? I think that everyone needs to work together, hand in hand, be it international organizations, UNDP where I come from, with other international entities, the governments, and of course you. I'm not trying to say that everything is in your hand and that everything has to come from you. What I'm trying to say is that you have to be aware of these things and talk to your leaders, create the necessary environment for them, old leaders and new leaders, to address these issues within the government, yes, so that everyone can work together and try to prevent more deaths or more extreme events that are coming our way from extreme weather conditions and climate change.